Раз в месяц дети арестованных крымских татар собираются вместе. Раз в месяц педагоги проводят для них экскурсии, кружки и уроки. У нас испокон веков уже традиционно в народе так заложено, что чужих детей не бывает. Проект «Крымское детство» придумала Муминес Алиева. У нее 4 детей. Младшая дочь родилась уже после ареста ее мужа Сайрана Салиева. Он один из 55 крымских татар, которых российские власти обвиняют в причастности к исламской политической организации Хизбут Тахрир. В России она признана экстремистской и запрещена. Именно в тот момент, когда за супругом закрылась дверь в день его ареста, вот вы не поверите, именно в этот момент, глядя на своих детей, я поняла, что что-то нужно делать, потому что в этот день были аресты у нас дома и еще у 5 соотечественников, и в совокупности с количеством этих детей уже была цифра 100 детей политзаключенных. Более 30 семей, более 100 детей, которые сегодня нуждаются в том, чтобы скрасились их краски детства. Когда мы снимали этот сюжет, в тюрьме находились отцы 111 детей. 27 марта российские силовики арестовали еще 23 человека. После арестов 27 марта в крымском детстве стало 166 детей, на 55 больше. Фактически, когда приходят крымские татары с обыском, они уже приходят с приговором. И для детей это не просто шок, это ужаснейшее потрясение. И кажется, что дальше станет легче, но дальше становится только сложнее. Мирьям Куку – жена одного из самых известных крымских татар. Отец 2 детей Эмир Усин Куку еще до аннексии Крыма занимался на полуострове правозащитой. Его арестовали в феврале 2016-го. Российские власти обвиняют активиста в участии в террористической организации и попытке насильственного захвата власти. Правозащитный центр «Мемориал» признал Куку политзаключенным, а правозащитная организация Amnesty International назвала его узником совести. Летом 2018 года Кабинет министров Великобритании призвал освободить Эмира Усина наряду с Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом. То, что ложится в обвинение, это просто, это очень абсурдные обвинения. Это просто разговоры людей. И экспертиза, сделанная на основе этих разговоров, выдала вот такое вот заключение, что они являются террористами и готовили захват власти. Очень многие слова там просто поменяли смысл их. Если человек говорит, что я иду на намаз, в экспертизе это звучит, как я иду в Хамас. Задерживать людей по делу Хизбут Тахрир в Крыму российские власти начали сразу после аннексии полуострова в мае 2014 года. Адвокат большинства обвиняемых Эмиль Курбединов сам дважды оказывался под арестом из-за публикаций в Фейсбуке. Он говорит, дела на крымских татар начали заводить, потому что они не поддержали аннексию полуострова Россией. Это всего лишь инструмент борьбы с инакомыслием, с неугодными и так далее. Тому пример я, как адвокат-экстремист, так скажем, тому пример крымские татары, которые обвиняются в террористических статьях и так далее, и так далее. Репрессии и преследования по политическим мотивам вообще не останавливаются. По словам адвоката, на процессах по делу Хизбут Тахрир судьи отказывают крымским татарам в привлечении переводчиков с русского, несмотря на официальный статус крымско-татарского языка на аннексированном полуострове. В школах в Крыму в последние 5 лет закрывают крымско-татарские классы. В крымском детстве, чтобы заменить школу, даже решили проводить уроки по крымско-татарскому языку. В 2013 году, если я не ошибаюсь, когда я преподавал математику в 5 классе, поступили учебники в школу на крымско-татарском языке математика, информатика, начиная с 5 класса. Видимо, государственная программа была направлена на то, чтобы уже с 5 класса преподавать предметы, дисциплины на родном языке. Сейчас я не знаю, чтобы такое было, чтобы предметы преподавались на крымско-татарском языке. То есть сейчас такого нет. Проект «Крымское детство» финансируют волонтеры. Традиция собирать с миру по нитке помогала крымским татарам и 70 лет назад, в годы депортации. А аресты, обыски и задержания последних 5 лет крымские татары сейчас тоже называют депортацией. Депортацией в российские тюрьмы. Алексей Александров, Никита Борисов, Сергей Корсаков. Настоящее время.